Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать в Национальный музей Таджикистана. Меня зовут Мадина. Я вас ознакомлю с экспозицией нашего музея. Сейчас мы находимся в отделе древнейшей древней и средневековой истории. Экспозиция этого отдела начинается с данной карты. На этой карте показаны места расположения памятников культуры на территории Таджикистана. Всего Министерством культуры Республики Таджикистан зарегистрировано около 3000 памятников, и большая часть из них находится на севере Таджикистана, в Сагдийской области. Здесь также находится первый памятник, включенный в список ЮНЕСКО, в Пинджикенте находится, называется Саразм. Саразм был включен в список ЮНЕСКО в 2010 году. Еще есть 8 памятников. Это Гисарская крепость, Тахтисангин, крепость Тямчун, древний Пинджикент, Пунджикат, буддийский монастырь Аджинатепе, крепость Хольбук и медресе Мавзолей Ходжа Машхад. Вот эти 8 памятников также номинируются во включении в список ЮНЕСКО по номинации «Великий шелковый путь». Подробнее об этих памятниках мы вам расскажем в следующих экспозиционных залах. Эта часть экспозиции посвящается периоду каменного века. Каменный век на территории Таджикистана делится на 3 периода – палеолит, мезолит и неолит. Палеолит также разделяется на 3 этапа – нижний палеолит, средний палеолит и верхний палеолит. Здесь показаны древнейшие стоянки нижнего палеолита. Это Кульдара, Каратоу, Лахути и Оби-Мазор. Также мы видим сцены охоты, то есть сначала были характерны групповые охоты, а на нижней части витрины показаны орудия труда. Как мы видим, они очень примитивны и не имеют определенную форму. Средний палеолит охватывает 200 тысяч и 35 тысяч лет до нашей эры. Самая древнейшая стоянка среднего палеолита является Хонако III. Здесь на карте показаны стоянки периода среднего палеолита. Там представлен бюст мальчика-неандертальца. В 1938 году в гроте Тишиктойше нашел череп 9-летнего мальчика известный археолог Окладников. Затем внешний облик был восстановлен антропологом Герасимовым. На этой части отражается верхний палеолит. В период верхнего палеолита появляется человек современного типа, в науке его называют Homo sapiens. Именно в этот период люди начали строить дома. На карте показаны стоянки древнего верхнего палеолита. Здесь показаны таблицы, сравнительные таблицы орудий труда того времени и настоящего времени. То есть они выполняли одну и ту же функцию. На нижней части витрины мы видим орудия труда. Они очень меньшего размера, то есть со временем их формы уменьшались. Второй этап каменного века – это период мезолита. В этот период появляется наскальное изображение, самое древнейшее на территории Таджикистана, нашли в гроте шахты в Мургабе, это восток Таджикистана, территории Горно-Бадахшанской области. Также основные стоянки являются Кангуртут и Туткавул. На нижней части витрины показаны орудия труда каменного века позднего этапа, то есть, как мы видим, они уже имеют определенную форму, так как появляется техника шлифовки. Здесь представлен кроманьонец во время работы и орудие труда. Эта карта посвящена всем стоянкам каменного века на территории Средней Азии. Каждый период обозначен определенным цветом и геометрическими фигурками. Стоит отметить, что самая древнейшая стоянка каменного века на территории Средней Азии находится в Таджикистане, называется Кульдара. То есть почти 1 миллион лет до нашей эры существовала стоянка, которая находится на юге Таджикистана. На диаграмме показана повседневная жизнь первобытных людей, то есть что было характерно этому периоду. Групповая охота здесь представлена, появление огня, что способствует долголетию людей, и разделению труда. Здесь женщины шьют одежду из шерсти животного. Появление наскального изображения, то есть в основном они рисовали животных, затем охотились на него. На заднем плане показаны мужчины,
который поднимает руки, он молится. Это говорит о существовании различных верований, как тотемизм и фетишизм. Также было развито рыболовство. В середине зала представлена научная реконструкция слона. Она собрана из 3 подлинных фрагментов. Вот эти 3 темные части являются оригиналами. Их нашли в Кайракумское водохранилище, это север Таджикистана. Ученые установили, что несколько миллионов лет до нашей эры климат Таджикистана способствовал тому, что жили такие вот крупные животные. Затем, когда в период каменного века был ледниковый период, климат поменялся, и такие виды животных вымерли.